Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканал Якутия-24 НВК Саха. Сегодня в студии Руслан Ачиров. И чуть позже к нам присоединится, конечно, Вероника Тамтосова. Ну а сегодня в нашем эфире мы танцуем вместе с прямым включением с площади Дружбы в честь Международного дня танца. Покажем поля Острогала в Китае. Научим правильно поливать растения. Заглянем в рубрики «Мой доктор» и «Моя улица». Увидим выставку Миры Аргуновой в Воронеже и репетицию в музыкальном колледже от Баха до Хамуса. Также обсудим пеший маршрут Москва-Владивосток и 60-летие школы искусств в Тамоте. Ну а еще расскажем, как оформить компенсацию за жилье и как любить планету осознанно. Оставайтесь с нами, будет ярко и полезно. И, как всегда, мы в начале нашей программы предлагаем вам подписаться на наш канал в мессенджере Макс. Там мы выкладываем все самое интересное и иногда дарим подарки. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была минус 3 до плюс 10 градусов. В заречной группе Улусов от минус 3 до плюс 11, в южных минус 2 плюс 4, в Вилюйской группе Улусов от 1 до 8 градусов выше нуля. В Нижнеленских 0 плюс 9, в западных плюс 1 плюс 9, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 17 до плюс 5 градусов. В Янских минус 12 плюс 7, на северо-западе республики от минус 13 до плюс 6 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 1 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, юго-восточный. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. Ну, вот такая замечательная погода у нас сейчас за окном. Тепло, солнечно и самое время, конечно, для прогулок. Поэтому мы решили чаще выходить к вам в город с живыми включениями с самых разных площадок. Ну а сегодня для этого есть еще и особый повод – День танца. Так что мы не просто поговорим о танцах, но и даже немного потанцуем. Ну а пока я остаюсь в студии, Вероника уже на площади Дружбы с самого утра готовится к прямому включению. Там ее ждут замечательные гости, те, кто живет танцем и готов поделиться своим вдохновением. Вероника, доброе утро! Доброе утро, Руслан. Рада тебя видеть, хоть издалека. К сожалению, вместе потанцевать не получится, поэтому из-за нас сегодня исполнит этот танцевальный спортивный клуб по парам. Дорогие друзья, мы сегодня в День танца хотим подарить не только хорошее настроение, но и чудесный венский вальс возле театра оперы и балета в исполнении наших спортсменов Союза танцевального спорта. Наслаждаемся танцем и поднимаем друг другу утреннее настроение. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while, and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Oh, lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's
Спасибо, замечательный, прекрасный танец. Мы еще вернемся обязательно к Веронике, но хотелось бы отметить, что, скорее всего, мы поставили некий рекорд, потому что вряд ли в столь ранний час и в это время года бальные танцы танцевали на площади Дружбы. Ну, а совсем скоро уже возобновятся утренние зарядки. Я думаю, что многие горожане, конечно, этого ждут с нетерпением. Ну, а прямо сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В преддверии Дня Победы мошенники активизировались. Они создают фальшивые сайты, которые выглядят точь-в-точь как госуслуги и заманивают людей обещаниями социальных выплат к 9 мая. В зоне риска прежде всего родственники участников СВО, которым обещают суммы от 50 до 200 тысяч рублей. Попав на такой фишинговый сайт, человек может случайно ввести логин, пароль от учетной записи и код из СМС, и тогда злоумышленники получат доступ к его личным данным и начнут выманивать деньги у него или его близких. Роскачество предупреждает, узнавать о положенных выплатах нужно только на официальных ресурсах, самостоятельно заходя на сайты через браузер, а не по ссылкам из сообщений. Якутяне активно участвуют во всероссийском голосовании за лучшие проекты благоустройства. За первую неделю свои голоса отдали уже 4142 человека. До 12 июня каждый житель республики старше 14 лет может выбрать, какие общественные пространства, парки, скверы, набережные, зоны отдыха стоит обновить в первую очередь. От Якутии представлено более 80 проектов, а всего нужно набрать 85 тысяч голосов. Из них 45 тысяч от жителей Якутска. По линии этой программы в республике уже создано 153 общественных пространства. Теперь жители сами решают, какими будут новые уютные уголки родного края. Любознательностью едины в столице республики стартовал марафон общества знания. В Доме дружбы народов собралось около 2000 школьников и студентов. В следующие 3 дня якутян ждут лекции и встречи с выдающимися людьми – учеными, спортсменами, журналистами. С молодежью республики поговорил и герой России, космонавт Олег Скрипочка. Краткий экскурс об истории нашей космонавтики, начиная с первого спутника, первого полета, краткий обзор техники и текущее состояние, чем мы занимаемся сейчас. Безусловно, понимаете, ведь многие достижения, в том числе и космонавтика, это итог работы всей страны, безусловно. Сейчас идет отбор в отряд космонавтов, так что мы очень ждем кандидатов, так что добро пожаловать. Вместе с Якутском марафон запустили в еще 9 городах России, в каждом из федеральных округов. Всего в предстоящие 3 дня просветительские мероприятия охватят 17 тысяч человек. Марафон посвятили Году единства народов, поэтому через каждую беседу красной нитью проходит тема культурного многообразия страны. Когда дело касается единого душевного порыва, неважно где, волонтерство, боевые действия, информационная составляющая, либо же просто среди неравнодушных граждан, тут сразу же стираются вся рознь и все противоречия. А вот когда наступает момент, когда люди устают от этого и уже появляется куча свободного времени, тогда да, начинаются все и розни, и разногласия вспоминаться. В Якутске стартовал сезон электросамокатов. 24 апреля на улицы вышли первые 107, в 10 раз меньше, чем будет в разгар сезона. Всего планируют задействовать 1200 самокатов. Компания по прокату ужесточила контроль за нарушителями. Аккаунты тех, кто катается вдвоем, игнорирует правила или передает самокат несовершеннолетним, блокируются, а нарушители получают штрафы. Цены на аренду пока остались на уровне прошлого года, но могут вырасти по мере увеличения спроса. В планах организовать школы вождения электросамокатов. Напомню, что летом прошлого года травмы во время катания получил 131 человек. Якутяне всерьез готовятся к майским путешествиям. Регион занял 11-е место в стране по интересу к весенним поездкам. В начале апреля трафик на сайты поиска авиабилетов у жителей Якутии вырос в 6 раз по сравнению с началом года. Активнее всего билеты бронируют по субботам, а вот в среду о путешествиях задумываются реже всего. В целом по России самым популярным направлением на майские праздники стал Калининград, за ним следуют Сочи и Минеральные воды. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул, а в топе также Анталия и Ничанг.
Доброе утро тем, кто к нам присоединился. Напоминаю, что сегодня Международный день танца, и мы снова возвращаемся к Веронике, чтобы поговорить с человеком, для которого танцы стали неотъемлемой частью жизни. Вероника, тебе слово. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях Анна Пальто, отличник культуры Республики Саха-Якутия, хореограф. Анна, доброе утро. Здравствуйте. Ну, конечно, для хореографа танцы – это, правда, часть жизни. Вот как вы пришли в танцы? Я пришла в танцы в 6 лет. В детскую школу, в детскую музыкальную школу меня привела мама на отделение хореографии. Ну, танцевала, конечно, я из детского сада, но именно в детской школе искусств я поняла, кем я хочу быть. А закончив детскую школу искусств, я поступила в институт, но не ну, скажем так, не в институт культуры, я поступила на учителя начальных классов. Закончила его, пока училась, танцевала в ансамблях при институте, танцевала, скажем так, со своими сверстниками. Но по окончании института я все равно пришла к тому, что я вернулась в танцы, вернулась в хореографию. Я закончила Якутский артистический государственный институт по направлению хореография. Пришла в детскую музыкальную школу поселка Сангар, где я когда-то заканчивала, училась. Там отработала и поняла, что я все-таки не могу без танцев, что это мое. Стала дальше учиться, ну и, собственно, до сих пор я работаю в детской школе искусств. Хоть я и поменяла место жительства, сейчас я работаю в детской школе искусств поселка Жатай. Я люблю танцы, я, скажем так, все свое время я посвящаю танцам. Здорово. А что сложнее все-таки? Вы вот недавно принимали в проекте «Танцуй» успешно очень, дошли до финала, с чем вас поздравляем, было очень приятно вас смотреть. Что сложнее, танцевать или преподавать танцы? Для меня сложнее, скорее всего, наверное, танцевать. Я все-таки есть преподаватели, а есть исполнители. Вот мне легче преподавать. Я люблю учить, я люблю детей. Мне нравится работать с детьми. Хоть мы и учим и взрослых танцевать, и детей танцевать, но все-таки для меня на сцене я учу детей открытыми быть, свободными, но в то же время я боюсь сама этой сцены. Хотя детство я все провела на сцене. Ну, по вашим выступлениям этого никогда не скажешь. Это вот и есть, видимо, профессионализм. А что нужно для того, чтобы начать танцевать? И как понять, что именно твой ребенок, вот он склонен к хореографии, что это его, и его нужно именно отдавать в танцы? Ну, вообще, чтобы начать танцевать, надо просто прийти и попробовать. Чтобы понять, что именно твой ребенок способен или, скажем так, хореографичен. Ну, если касаться определенных задатков, хореографические данные, там и все остальное. Но, с другой стороны, это не столь важно. Сейчас приходят дети, которые не имеют, скажем, такой хореографической подготовки или даже не имеют таких физических данных, но они приходят, и у них есть желание танцевать. И поэтому, на мой взгляд, чтобы начать танцевать, не важен возраст. Это можно начать и в зрелом возрасте. А самое главное, это должно быть желание. И скорее, ну вот это касается именно детей, потому что танцы, ну это, мне кажется, состояние души. Когда человек хочет танцевать, его видно. Многие родители приводят детей и говорят: вы знаете, мой ребенок все время танцует. Значит, это полет души, значит, он этого хочет, и мы очень рады таким детям. Правда ли, что танцы поднимают настроение? Естественно. Танцы, помимо того, что поднимают настроение, они заставляют забыться обо всем. Когда ты танцуешь, ты погружаешься совершенно в другое состояние, ты получаешь, ну, во всяком случае, я получаю умиротворение и ощущение свободы. А можно ли прийти в танцы уже в зрелом возрасте? Да, я уверена, что можно прийти в зрелом возрасте, и как раз-таки взрослый человек, в отличие от ребенка, он опять, мне кажется, возвращается в детство и чувствует себя свободным и абсолютно раскрепощенным, когда он танцует. Ну, вы как хореограф преподаете несколько направлений, естественно, это народные, какие-то национальные моменты. А есть ли у вас любимое направление в танцах, чтобы вы для себя говорили, что вот это мне исполнять нравится больше всего, или это мне учить не нравится больше всего? Да. Вот
сейчас в наше время очень много всего. Современное направление, эстрада, бальные танцы, народные, классические. Но как в школе музыкальной заложили, я все-таки фанат, скажем так, народных танцев. И любые народные танцы – это для меня такой источник вдохновения, и больше мне нравится преподавать народные танцы. Кумиры, так сказать, у меня нет определенных людей. Я очень люблю ансамбль «Березка», Миру Кольцову. Я очень люблю ансамбль Игоря Моисеева. Это для меня первоисточники, откуда я беру. Ну, также, скажем, мэтры нашего советского времени – это ансамбль песни и пляски имени Александрова. Если коснуться здесь наших, в Якутии наших учителей, то для меня большим примером всегда была Докторова Галина Николаевна и Охотина Клавдия Иннокентьевна. Они до сих пор работают, во всяком случае, Клавдия Иннокентьевна. И когда я приезжала на мастер-классы в Якутск с Скабяйского района, я очень-очень вдохновлялась этими преподавателями, мастерами с большой буквы. И также в моей памяти и остается, и, скажем так, для меня тоже большой-большой учитель – это Афанасьевич Сергей Викторович. Здорово. А вот народные танцы, они как-то видоизменились в современности? Народные, да. Хотя они изменились, больше стали стилизованные, что ли, больше стали ярче. Много очень хореографы, которые работают в народных танцах, очень много стали добавлять своего. Но это, с одной стороны, это тоже, скажем, плюс. Это такое... Привлечение внимания детей и родителей. Да, привлечение внимания детей и родителей. Но опять-таки это наша культура, народные танцы, как ни крутите. Спасибо, такой вдохновенный рассказ. Видно, что жалко, что у нас так мало времени. Даже захватить успели народные танцы. Желаем вам успехов вашим ученикам. Надеемся, что увидим вас почаще тоже на сцене, как исполнителя. Ну и хорошего вам дня. Пусть ваш день начинается с танцев. Спасибо большое. Вас тоже с праздником, с Международным днем танца. Дорогие телезрители, поздравляем вас с праздником. Ну и дарите друг другу улыбки и танцуйте, чтобы поднимать себе настроение. Ну, мы с командой, конечно, тоже присоединяемся. Поздравляем с Международным днем танца и поздравляем всех, кто живет в ритме, кто учит этому искусству и кто просто не может усидеть на месте, услышав любимую мелодию. Но в историю этого дня погружаемся прямо сейчас вместе с рубрикой «Даты и события». На календаре 29 апреля. Сегодня Международный день танца. По народному календарю Арина Урви берега. К Ирининому или Арининому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили «Арина Урви берега», тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. Это день в истории. 1770-й. Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте. 1897. В этот день английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона. 1913. Запатентована улучшенная застежка «Молния». 1923. В Советском Союзе основан Центральный спортивный клуб армии. 2000 год. Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты. В этот день родились Александр II Романов, российский император, Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, астроном и теоретик науки, Рафаэль Сабатини, английский итальянский писатель, автор приключенческих романов, Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра, Николай Крылов, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза. Галина Кулакова, советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, тренер. Именины сегодня отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей. Но, впрочем, танец – это не только движение на сцене или в зале. Иногда самый красивый танец исполняет сама природа. И сейчас мы перенесемся туда, где ветер дирижирует целыми полями. Городской округ Хэфэй в
провинции Аньхой превратился в магнит для туристов со всего Китая. Здесь зацвели живописные поля Острогала. Чем это уникальное место притягивает взгляды любителей природной красоты, мы расскажем прямо сейчас. На кадрах, снятых во вторник, посетители гуляют и фотографируются на фоне розовых растений. Масштабы здесь просто потрясающие. Это куда более впечатляющее зрелище, чем любые цветочные поля, которые я видела раньше. Это поле занимает огромную площадь и производит неизгладимое впечатление. Сейчас лучшее время для фотосессии, особенно когда утренний туман окутывает цветы, делая их еще красивее. По словам посетительницы Юйминь, вид бескрайних цветущих полей наполнил ее сердце детской радостью. Поистине уникальное место. Море цветов простирается, насколько хватает глаз. Создается ощущение, будто перед нами розовый океан цветущих растений. Как только мы вошли в него, нас окружил освежающий аромат. Это было так успокаивающе. Острогал – бобовое растение, полезное для обогащения почвы. Во время разложения оно выделяет большое количество азота, который служит удобрением. Период цветения приходится с апреля по июль. Корень и семена используются в традиционной китайской медицине. Красота, конечно, требует не только восхищения, но и ухода. И если в китайском Хэфэе за живописными полями следит сама природа, то на наших участках вся надежда на умелые руки. Открываем рубрику «Сад, огород», и сегодня говорим о, казалось бы, простом, но в то же время сложном деле – правильном поливе растений. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать про правильный полив растений, потому что очень часто наши растения погибают из-за того, что либо мы их переливаем, либо не доливаем. Что такого в поливе, да, можно как бы подумать, но полив тоже имеет свои нюансы и особенности, о которых я хочу сегодня вам рассказать. Для примера я сегодня принесла растения в прозрачном горшке в котором я хочу показать, как мы поливаем. Обычно мы поливаем чуть-чуть сверху, и, как мы видим, вода не проходит до конца, тем самым вода не увлажняет полностью все корни растений. Так, каким же образом нужно поливать? Берем и обильно проливаем растение до тех пор, пока вода не начнет литься с дренажных отверстий. Как вы видите, вот вода стекает, и здесь мы видим, что почва полностью увлажнилась. Тем самым корни наших цветов будут напитаны живительной влагой. Второй способ – это метод погружения. Когда мы в емкость добавляем воду и ставим растение. То есть мы можем оставить растение в таком виде на полчаса, час, 2 часа, в зависимости от объема горшка, и заниматься своими делами. Таким способом лучше поливать вьющиеся длинные растения, потому что когда мы поливаем сверху такие цветы, влага не будет доходить до всех листьев и для всех веток. А когда растение будет у вас стоять в емкости, оно впитает столько влаги, столько воды, сколько нужно для растения, для того, чтобы оно нас радовало. После того, как растение у нас напиталось достаточно влагой, необходимо немножко потрясти горшок, потому что нам необходимо убрать излишки воды. Наверняка, то есть мы знаем, что когда вода застаивается в горшке, корни начинают гнить. Поэтому оттряхнули и поставили цветок на свое место. Ну и, кстати, о заботе. Если мы с таким вниманием выбираем режим полива для рассады, чтобы получить крепкие и здоровые растения, то, согласитесь, к собственному организму стоит относиться не менее трепетно. Особенно, когда речь заходит о самом хрупком и важном направлении – репродуктивном здоровье. Передаем слово нашей рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Диспансеризация репродуктивного здоровья – это комплексное обследование для мужчин и женщин от 18 до 49 лет, которое с 2025 года включено в общую диспансеризацию
по национальному проекту «Семья» для раннего выявления патологий, влияющих на рождение детей и факторов риска. Причем этот медосмотр можно пройти не только парам, планирующим ребенка. Все желающие от 18 до 49 лет могут пройти такую диспансеризацию репродуктивного здоровья. Все обследования можно пройти в поликлинике бесплатно по полису ОМС по предварительной записи. Медосмотр включает осмотр гинеколога женщин и уролога у мужчин, мазки, УЗИ, маммографию для женщин, спермограмму для мужчин, а также ПЦР-тесты на инфекции, чтобы определить группу здоровья и при необходимости назначить дообследование или лечение, включая второй этап. Второй этап – это УЗИ малого таза и молочных желез, повторный осмотр гинеколога. Для женщин 18-49 лет первый этап включает прием осмотр гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки с забором мошка на цитологическое исследование, микроскопическое исследование влагалищных мазков, лабораторное исследование мазков ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем. На втором этапе при показаниях УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла. Повторный прием гинеколога. Для мужчин от 18 до 49 лет первый этап включает осмотр врачом-урологом, микроскопическое исследование микрофлоры мочеполовых органов, ПЦР-исследование на инфекции, передающиеся половым путем, УЗИ предстательной железы и мошонки мужчинам от 40+. А второй этап при показаниях обязательно спермограмма, повторный осмотр уролога, что выявляется при таком медосмотре. Заболевания репродуктивной системы, факторы риска – это инфекции, патологии. Определяются группы репродуктивного здоровья. Первая – это здоров, вторая – есть факторы риска, третья – есть заболевания, которые требуют лечения. А в Республике Саха есть единый контакт-центр, телефон 122. С собой на прием взять паспорт, полис и СНИЛС. Будьте здоровы! Так, ну что, у нас Вероника в студии. Как погода? Немножко, мне кажется, прохладненько, да? Ну, на самом деле, да, сегодня немножко прохладно. Имейте в виду, что есть ветерок, поэтому вот я была в головном уборе, потому что достаточно прохладно. Но детишкам, конечно, было еще холоднее в платьях, но в остальном танцы греют. Танцы греют, дарят хорошее настроение. Мы, правда, отлично побеседовали, прекрасно потанцевали. Жалко, что ты к нам не присоединился. В следующий раз танцуем в паре. Я же был в студии здесь. Ну вот я говорю, мы были на расстоянии. Вот в следующий раз вот ждем, когда будем исполнять что-нибудь с Русланом в паре. Посмотрим на следующий день танца. Ну а мы продолжаем наш выпуск. В музее Крамского в городе Воронеж открылась выставка «Соль земли» якутского живописца Миры Аргуновой. И это не просто экспозиция, а часть большого федерального проекта «Наши художники-современники», который приурочили Году единства народов России. Прекрасными кадрами с этой удивительной выставки поделилась наша коллега Ольга Зубкова. Давайте полюбуемся. На выставке представлено более 70 картин. Это и южные пейзажи, и суровый полярный край, и портреты знаменитых сибиряков. Но главная жемчужина – уникальный живописный спектакль из 18 картин, где все роли сыграл премьер Якутского театра оперы и балета. Также Мира Аргунова показывает серию работ, созданную в необычной технике по пословицам народов России. Выставка уже получила высокую оценку экспертов. В ее ярких, жизнеутверждающих образах отражается душа нашей большой страны. «Соль земли» работает в музее Крамского до 10 мая. Серией своих пейзажей мне хотелось показать всю красоту нашей необъятной страны. Здесь представлены, с одной стороны, виды, написанные в Горном Алтае и на берегах южных морей в Сочи. Есть пейзажи, написанные на Таймыре за полярным кругом. Наша страна уникальна географической протяженностью, также и многообразием и богатством культурной составляющей. Мне также хотелось показать, что, несмотря на эту как будто бы разницу визуальную, при этом внутри, в своей цивилизационной константе, мы все едины, вне зависимости от того, где мы находимся.
Говорят, искусство стирает любые расстояния. Вот и сейчас мы, едва успев насладиться работами Миры Аргуновой в Воронеже, переносимся за тысячи километров в Якутск и продолжим наш культурный променад, но уже не по залам галерей, а по городским тротуарам. Ну а в рубрике «Моя улица» ученица Якутского городского лицея Амелия Кычкина проведет для нас экскурсию по улице Пушкина, той самой, где поэзия встречается с историей самого холодного города на Земле. Давайте прогуляемся вместе. Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». «И назовет меня всяк, сущий в ней язык, и гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Эти строки Александр Сергеевич Пушкин писал, ни разу не бывая в Сибири. Но он слышал о Якутии, читал труды исследователей, слышал от своих друзей-декабристов и переписывался с теми, кто ходил по нашей земле. И сегодня в Якутске есть место, где его имя звучит особенно тепло. Это улица Пушкина. Улица получила свое современное название в 1915 году решением городской думы. Это решение было принято для расширения селитебной зоны, то есть жилой застройки за Талое озеро. Раньше эта часть города была связана с полицейской улицей. Здесь располагались административные здания, женское епархиальное училище, бильярдная и парикмахерская. Но время все изменило. Сегодня улица Пушкина – это уютный уголок в самом центре. Ее протяженность чуть больше километра. Она пересекается с улицы Ломоносова, Пояркова и Горького, органично связывая старые кварталы с современной инфраструктурой. И здесь, в тишине центра, особенно заметно, как встречаются эпохи. Рядом с современными многоэтажками когда-то стояли деревянные купеческие дома с резными наличниками, высокими потолками и изразцовыми печами. Сегодня тех домов уже нет, но дух старого Якутска сохранился в соседних кварталах. Кстати, дальний родственник Александра Сергеевича, Василий Никитич Пушкин, был якутским воеводой в середине 17 века. Так что связь поэта с нашим краем не только через стихи, но и через родство. Сегодня на улице Пушкина современная жизнь. Здесь уютные жилые дома, офисы и магазины, а еще Республиканский центр социального обслуживания, где помогают пожилым и тем, кто нуждается в заботе. Но главное – это атмосфера. Улица Пушкина остается одной из самых тихих в центре. Здесь любят гулять, назначают встречи, открывают небольшие кофейни. Здесь есть только тень от старых деревьев, дыхание истории и имя, которое знает каждый. Александр Сергеевич Пушкин никогда не был в Якутске, но в честь него названа улица, чтобы каждый, кто идет по ней, вспомнил, что чувства добрые он лирой пробуждал. Улица Пушкина – это мост между веками, между деревянным Якутском и новыми кварталами. И пока мы помним поэта, он остается с нами, здесь, на этой земле. Рубрику подготовила киностудия ЕГЛ. Мы только что прошлись по одной отдельно взятой улице, а ведь у каждого города и каждой дороги своя душа. Но есть маршруты, которые представить без настоящего мужества просто невозможно. Представьте себе путь длиной почти всю страну, который измеряют не километрами, а стертыми подошвами. Россияне, парень и девушка, уже 3 месяца идут пешком от Москвы до Владивостока. За это время они преодолели почти 2200 километров. Они не останавливаются даже перед проливными дождями и другой непогодой. Ночевать стараются в придорожных отелях и хостелах. Впереди еще около 7000 километров, и финиш намечен только на январь-февраль 2027 года. Ну а пока одни прокладывают маршрут через всю страну пешком, другие преодолевают не менее впечатляющее расстояние, но уже внутри, соответственно, внутри музыки.
Хотелось бы перенестись к в наш уже город, от Баха до якутских композиторов. Именно такое путешествие сегодня совершат студенты Якутского музыкального колледжа имени Марка Жиркова. Да. Они говорят, отчетный концерт, которым, кажется, стирают любые границы. Классическая флейта и хамус звучат в одном произведении. Как соединить, казалось бы, несоединимое? Давайте узнаем прямо сейчас. На генеральной репетиции побывала съемочная группа «Утро Якутии». Перед генеральным прогоном настройка инструмента. Это обязательная процедура перед каждым выступлением. В ансамбле классическая флейта и якутский хамус. Такой синтез очень прекрасный получился. Такое сохранение традиций и классики. В ансамбле играют студенты разных отделений и разных курсов. Ансамбль вообще это такое замечательное музицирование совместное, которое, во-первых, сближает. Девочки очень дружат между собой, и оно проявляет какие-то вот профессиональные качества. Потому что нельзя подвести своего, так скажем, соседа, партнера по ансамблю. Студентка второго курса духового отделения Татьяна Корягина пришла в колледж после окончания детской школы искусств. Музыка и флейта оказались в ее жизни спасительными и в прямом и переносном смысле. Она мне помогла тем, что у меня была астма. Если бы я не занялась ею, у меня бы были приступы. А с помощью ее у меня получилось натренированное дыхание. Мне сами врачи говорили, что у меня дыхание легкие, как у спортсмена, либо у музыканта. Я говорю, я музыкант, и это очень хорошо. У многих, кто здесь учится, музыка – это сама жизнь. Все мы понимаем, насколько мало культуры стало в наше время. Поэтому наша цель этого концерта – приобщить зрителя, нашего слушателя к культуре. И несмотря на то, что многие сегодня обвиняют современную молодежь в отсутствии духовности, преподаватели колледжа так не считают. Они любознательные. Они очень много умеют то, что не умеют взрослые. Они свободнее. В целом, это очень хорошее поколение. Интерес к современной музыке, помимо обязательной, классической, будет чувствоваться и в программе предстоящего концерта. В нашем программе у нас много таких современных произведений. Мы также играли «Пираты Карибского моря» на концерте, также «Ярославский кадриль», например, тоже одно из авангардных произведений. Музыка, объединяющая сердца – так называется отчетный концерт студентов музыкального колледжа, который они представят зрителю уже сегодня. И она действительно объединяет жанры, эпохи, поколения и сердца. Туяра Филиппова, Джулс Иннокентьев, Якутск. Но в продолжении темы музыки, а точнее тех мест, где она берет свое начало, ведь прежде чем выйти на сцену колледжа с хамусом и флейтой, каждый музыкант когда-то робко переступал порог своей первой школы искусств. И сегодня такая школа в Тамоте встречает знаменательную дату. Детской школе искусств исполнилось 60 лет. Уже несколько поколений жителей начинали здесь свой путь в музыку, живопись и танец. И о том, как школа обрела второе дыхание вместе с новым зданием, смотрите в нашем следующем сюжете. В Тамоте музыка живет в сердце каждого. И это не громкие слова. Сюда, в детскую школу искусств, когда-то впервые переступили порог большинство горожан. Здесь начиналась их любовь к прекрасному. Вот уже на протяжении 60 лет Тамотская детская школа искусств дарит детям возможность погружаться в мир искусства, помогает раскрывать таланты, раскрывать уверенность в себе. Сегодняшнее мероприятие показало, на каком высоком уровне находится обучение. Отчетный юбилейный концерт – показатель работы не только преподавателей, но и старания и любовь к искусству самих учеников. Я пробуждаю все живое от зимнего сна. Я дарю жизнь каждому ростку, каждому цветку, каждому сердцу.
школе искусств по различным направлениям обучается более 200 детей. С недавних пор с новым зданием, современным оборудованием и инструментами школа получила второе дыхание. С детьми работают как опытные, так и совсем молодые преподаватели. И многие из них сами когда-то окончили эту школу. Как, например, преподаватель хореографии Надежда Алексеенко. Дети приходят с удовольствием, они каждый раз приходят и говорят: Надежда Анатольевна, давайте уже быстрее, быстрее, мы хотим учиться. И это очень здорово, что у детей есть тягость к знаниям хореографии. Они говорят: мы вот закончим через 3 года, мы к вам опять придем. Я говорю: дети, ну так и не получится, свидетельство же уже получено. Ну, а как? Мы хотим обратно. И это, наверное, лучшая награда для учителя, когда его труд ценится, а результаты вдохновляют. Илана Захарова, Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Таммот. Ну а творчество переходим к более насущным проблемам. Чтобы в любом доме, будь то школа или квартира, было тепло и уютно, иногда требуется помощь иного рода. Поэтому от музыки и живописи переходим к вопросам бытовым, но от этого не менее важным. Сегодня мы поговорим об актуальной теме назначения ежемесячной денежной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Подробнее о том, как ее оформить, нам расскажет Анна Скрыбыкина, специалист первой категории Центра «Мои документы». Доброе утро. Анна, доброе утро. Расскажите, что такое ежемесячная денежная компенсация? Ежемесячная денежная компенсация – это для оплаты жилищно-коммунальных услуг назначается для ветеранов труда. Также сегодня мы именно хотим поговорить о перерасчете на ЕДК. Его можно получить 1 раз в год. А есть какие-либо дополнительные условия для получения ЕДК? Для получения ЕДК обязательно требуется от ветерана труда именно либо постоянная прописка, либо временная прописка по месту жительства, где проживает гражданин. А также не обязательно быть собственником данного помещения, то есть требуется только прописка. Это может быть как временная, так и постоянная. И отсутствие задолженности. А как тогда получить? Нужно куда-то обратиться, подать заявление. Что нужно делать? Для этого есть 2 варианта. Первое – это подать заявление через Е-Якутия. И там требуется авторизация через личный кабинет госуслуг. Также второй вариант – обратиться в Центр «Мои документы». А какие документы необходимы, чтобы подать заявление? Да, для подачи документов на ЕДК перерасчет нужно принести с собой паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение ветерана труда и справку о составе семьи. И главные документы – это платежные документы за последние 12 месяцев. Они обычно выглядят вот так. Это у нас за управляющую компанию. Такие обычно И за водоканал обычно вот так они выглядят. А если у тебя их по каким-то причинам нет, то где их можно получить? Вы их можете получить через управляющую компанию. Обращаетесь напрямую к ним и просите именно такие платежные документы за последние 12 месяцев. А скажите, а в каких случаях положен перерасчет ежемесячной денежной компенсации и как его можно получить? Перерасчет ежемесячной денежной компенсации ветеранам труда можно получить, если с момента назначения ежемесячной денежной компенсации прошло ровно 12 месяцев. И также, если получаемая выплата ниже расходов на оплату коммунальных услуг. Скажите, пожалуйста, а обращаться в какой-то определенный период нужно или в течение всего года можно обратиться? Главное, чтобы с момента человека получения ветерана труда прошло 12 месяцев. И ровно через месяц человек обращается с такими документами, пакетом документов. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы, где можно получить консультацию сотрудника МФЦ? Консультацию сотрудника МФЦ можно получить в центрах «Мои документы», также через мессенджер чат-бот Макса, также через социальные сети ВКонтакте и обратившись в горячую линию МФЦ 8 800 100 ровно 22 16. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Ну а мы продолжаем и передаем слово нашим коллегам из блока новостей.
Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Депутаты Госдумы займутся разработкой законов для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По результатам проведенного ранее опроса о нагрузке на учителей 65,5% респондентов отметили, что она не изменилась, а 29%, что стало больше. О схожей проблеме заявляют и медики. Задача поставлена по поручению президента Владимира Путина. Профильные комитеты Госдумы подготовят соответствующие законодательные инициативы и вскоре представят их. О новых нормах сообщат дополнительно. В книгу почета трудовых династий Якутии вошли еще 10 семей. Эта традиция существует уже более 10 лет, и за это время в книгу были вписаны имена представителей самых разных отраслей – промышленности, авиации, образования и культуры. Трудовые династии на протяжении десятилетий, а иногда и целых столетий остаются верны выбранному делу, передавая секреты мастерства и профессиональные традиции из поколения в поколение. В этот раз в книгу почета попали семьи, чей совокупный стаж работы в одной сфере составляет от 123 до внушительных 517 лет. В ходе торжественного заседания всем представителям этих семей были вручены именные сертификаты. Без авиации, я считаю, невозможно развитие нашей республики, поэтому мы всей семьей старались вносить свой посильный вклад в развитие этой отрасли и очень признательны, что оценили достойно наш труд. Ну и я думаю, что наши следующие поколения, внуки, правнуки, также внесут свой вклад в развитие не только авиационной отрасли, но и в целом всей республики. И очень благодарны правительству нашей республики за оценку нашего труда. Я думаю, что он был достаточно достойный и такой же будет оставаться на продолжении еще долгих лет. Выпускники Якутского медицинского колледжа борются за звание лучшего. В столице республики состоялся конкурс «Студент года». В этом году состязания приурочили и Году единства народов России, и Году культуры в республике, и 120-летию учреждения. В финальных испытаниях участвуют 10 лучших студентов, прошедших отборочные этапы, которые продемонстрировали свои способности в научных, творческих, спортивных и общественно-политических направлениях. Начинающие специалисты соревновались и в знании анатомии, оказании первой помощи в условиях тактической медицины, стрельбе в интерактивном тире и творческих номерах в парах с преподавателями колледжа. Нас нынче заканчивает 766 выпускников, в том числе разных специальностей. Быть лучшим студентом года соревновались 22 студента-выпускника. И районах тоже вышли. Дети, во-первых, приобретают в этом конкурсе свою уверенность, что они могут соревноваться, можно их считать лучшими, что они лучше подготовленные. Все больше россиян готовы отказаться от летнего отпуска ради покупки квартиры. По данным исследования, так готовы поступить 88% опрошенных. Половина респондентов рассчитывает за счет отказа от поездки быстрее накопить на первоначальный взнос. Еще треть хочет сменить аренду на собственное жилье. 20% опасаются роста цен на недвижимость и стремятся зафиксировать стоимость жилья сейчас. А 39% готовы отложить отпуск ради выгодных условий. Например, рассрочки или акции от застройщиков. При этом полностью от отдыха не отказываются. Почти половина планирует провести лето за городом, треть отправится в короткие поездки по России, а 22% выберут городской досуг, прогулки в парках и на набережных. Каждый 7-й россиянин планирует провести майские праздники на рабочем месте. Это рекордный показатель за последние 5 лет. В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие. Они приходятся на 1, 3 и 9, 11 мая. В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам. 15 против 13% соответственно. Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе, а порядка 2% отправиться в путешествие по стране. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Продолжаем делиться интересными новостями. Так, посетители одного из океанариумов перепугались не на шутку, заметив, как леопардовая акула буквально вцепилась в плавник сородича. Однако сотрудники поспешили успокоить публику. Это не драка и не агрессия. Как выяснилось, столь жесткий метод – не что иное, как обычный флирт. Вот такой у акул своеобразный язык любви.
Действительно, я, если на месте посетителя увидел подобное, подумал, что что-то происходит серьезное. Оно, кстати, напоминает то, что вот, допустим, в школе мальчики дергают за косички девочек. Как ты думаешь? Тоже вы, проявляя свое внимание? Ну, мне, видимо, очень повезло. Я как-то обошла... Косички было. Да. Видимо, косички я хорошо прибирала наверх. Дергать было неудобно. Но на самом деле, да, очень напоминает, что дети у нас своеобразно выражают свои чувства, ну и потом очень своеобразно, бурно реагируют тоже на них девочки. То есть, ах, он меня дернул. Тоже так это театрально выглядит. Ну, вот уж действительно у каждого свой язык любви. У акулы он, как мы выяснили, довольно суровый, но у планеты, на которой мы все живем, язык любви, пожалуй, куда более терпеливый. Она годами готова ждать от нас ответного знака внимания. И в рубрике об осознанном потреблении мы как раз учимся этот знак подавать. Как сделать свою жизнь экологичнее, а кошелек целее, узнаем прямо сейчас. Их обычно у меня на работе есть как раз станция приема, я туда их привожу. Батарейки все копим. Стоит первые усилия направить на опасные фракции, то есть это вот как раз-таки батарейки, их как раз принимают, это сдать несложно, очень много точек приема. Ирина Бугаева – одна из первых в Якутске активисток движения за осознанное потребление. Сейчас головой ушла в киноиндустрию, но по-прежнему дома придерживается экологических подходов к потреблению. Копит банки, бутылки, крышечки и мусор собирает раздельно. Очень много бумаги остается, папа там работает, договора печатает ненужные и так далее. И мы их используем, чтобы дети рисовали, например. С одеждой и игрушками та же история. Вторичное использование в семье в порядке вещей. Детей тоже приучают к экологичному потреблению. Вот это, например, моя игрушка. Это игрушка моего брата. То есть игрушек много, но это те, которые тоже остались с тех времен. Вот это вот дочки, ну окей, на Новый год подарили. Вот это моя игрушка детства. То есть тоже игрушек как бы визуально много, но на самом деле это тоже что-то вот от меня детям достал, что-то мы им покупали. То есть вот если в этой куче покопаться, тут очень много моего. Желание купить обновки, по словам Ирины, больше продиктовано собственными внутренними комплексами. Иногда я чувствую, что это не потребность ребенка купить игрушку, да, а мне хочется вот порадовать ребенка и, соответственно, ребенка внутри себя. И мой совет такой мамам, папам: посмотрите, откуда идет эта потребность. Это ребенок прям просит игрушку или все-таки вы свою какую-то внутреннюю боль там закрываете, да? В подобных семьях, как у Ирины, статья расходов на покупку одежды и игрушек существенно меньше, чем у остальных. А известная стилист Дарья Габышева и вовсе большую часть своего гардероба приобретает в гаражных распродажах, существенно экономя семейный бюджет. Это вот этот жакет, оверсайз жакет в моем любимом зеленом цвете. Это премиум коллекция одного бренда, вот так вот. Заплатила там буквально 1000 рублей. А реально он стоит, ну, наверное, 1015. То есть это дикая экономия. Более того, что по качеству, и все мне говорят: если ты будешь его продавать, я у тебя его куплю. Более того, уже несколько лет Дарья сама организует гаражные распродажи, где такие же, как она, молодые мамы охотно продают и покупают своим детям одежду и все необходимое. Я вообще посмотрела, сколько стоит в магазине одежда сейчас. Допустим, обычный боди сейчас стоит там 1200 рублей. То есть на гаражной распродаже можно прийти и купить его за 200. То есть это огромная экономия, потому что дети, правда, быстро растут для тех, кого много детей. Есть способы и бесплатного расхламления, если накопились ненужные вещи и одежда. Кому-то везет, и у них есть родственники, кому можно передать. У кого-то с этим, ну, не так радужно, да, не так много родных. И тогда свои вещи можно отнести в центр помощи. Есть такой центр помощи. Там помогают в год более 5000 семей, даже сейчас, наверное, уже цифры выше. И там одеваются и пенсионеры, и малоимущие, и многодетные. То есть там, можно сказать, для всех двери открыты. У поколения, рожденного в 90-е, воспитанного в советских семьях в условиях дефицита товаров, и которые сегодня сами родители, осознанное потребление действительно осознанное. И отрадно, что сторонников такого поведения сегодня становится все больше. Надо понимать, что очень много рычагов давления на людей как раз-таки с точки зрения потребления, чтобы люди больше потребляли, больше денег тратили и так далее. Не попадайтесь на эту ловушку. Мы сильнее, чем маркетинг, мы сильнее, чем корпорации, и вот вместе, каждый раз рефлексируя о своих шагах и действиях, мы точно можем сделать этот мир лучше. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Вероника, что ты думаешь?
Ну, ты знаешь, вот по части игрушек это у нас так и есть. Мы никогда не покупали много игрушек, только самое необходимое, все остальное нам как-то дарили, да. Вот она, в принципе, не играла так, чтобы у нее была прям целая большая необходимость. В плане вещей, ну, у меня есть мамины вещи, которые я ношу. У моей дочки есть вещи, которые она у меня одалживает периодически. Ну, правда, размер разный, поэтому не все получается, но обувь 100%. То есть, и мы в последнее время заметили, что мы больше тратим на костюмы, то есть так как она танцует, да, вот, чем на ее одежду, то есть есть. Поэтому, да, я считаю, что такой большой необходимости нет в большом количестве вещей, они должны быть функциональны, и вот Дарья как раз нам в этом помогает. Ну, действительно, но как и в любом деле, наверное, не стоит переходить какие-то крайности, да, то есть такое умеренное, осознанное потребление, оно всегда Да, это эффективно и достаточно разумно с точки зрения воспитания детей, то есть ты, что было именно необходимое. Ну что, друзья, на этой ноте мы желаем вам пересмотреть, да, на свои старые вещи, вот, более осознанно относиться к ним. Ну и, конечно, увидимся с вами вновь завтра в нашем эфире. Всем отличного дня и, как мы говорили, танцуйте!